сознании подавляющего большинства людей прочно закрепилось представление о том, что контакт человека с лошадью возможен только при помощи железа у нее во рту. Для многих такой способ контакта является привычным, но мало кто задумывался над тем, насколько такой способ взаимодействия естественный для самой лошади. Естественный значит физиологичный. Однако, если перестать мыслить стереотипами и включить голову, то становится понятно, что железо во рту лошади – это в первую очередь чужеродный предмет. И этот предмет, как ни странно, оказывает воздействие практически на все системы органов лошади, за исключением разве что мочеполовой системы. Для подавляющего большинства людей это прозвучит неожиданно. Однако при использовании данных об анатомии и физиологии лошади все становится очевидным. В первую очередь железо воздействует на нервную систему лошади. Точно так же, как у человека, голова лошади, включая область рта, на которую человек воздействует железом, имеет огромное количество чувствительных нервных окончаний, нервные импульсы от которых передаются прямо в головной мозг. Кусок железа при давлении на чрезвычайно чувствительный рот лошади вызывает боль различной интенсивности, от слабой до острой. В отличие от людей, лошади не кричат от боли. Они выражают боль через изменение поведения, крайний случай которого можно условно разделить на 4 типа. Агрессия, бегство, отказ двигаться, и нервозность лошади. Однако эти крайности проявляются в ответ на бой высокой интенсивности. Менее сильную боль лошадь может терпеть без явно выраженных изменений в поведении, особенно это касается лошадей с флегматичным темпераментом. В связи с этим возникает ложное представление о безболезненности железа при так называемых мягких руках всадника. Это заблуждение. Дело в том, что поверхность кости беззубого края или диастемы нижней челюсти лошади заострена словно нож и покрыта тонким слоем слизистой оболочки. Нетрудно догадаться, что при малейшем давлении железом чувствительная слизистая лошади прижимается к острым краям кости нижней челюсти, причиняя боль различной степени интенсивности. А при сильном ударе железом в область диастемы лошадь испытывает боль, которая превышает по силе болевые ощущения у человека, получившего удар по передней поверхности голени. В данном случае железо ударяет практически по кости нижней челюсти лошади. Существует, например, практика солинга ног теннессийских прогулочных лошадей, то есть химическое или механическое болезненное раздражение поверхности ног лошади, из-за которого она эффектно поднимает ноги на шоу-ринге. Подобная практика осуждается обществом, а в ряде американских штатов она вне закона. Однако железо на кости нижней челюсти – это гораздо более болезненно ввиду обильной иннервации этой части тела лошади. Но использование железа – это почему-то широко распространенная практика, используемая по всему миру каждый день, на лошадях всех пород уже более 5000 лет. Подумайте об острой боли, которую испытывает человек, внезапно прикусив собственный язык. Язык лошади – это тоже очень чувствительный орган, который часто травмируется железом. Наконец, подумайте о том, как язвочка на вашей губе или десне может испортить вам весь день. Железо также натирает губы лошади или создает ссадины и кровоподтеки на деснах. Железо также вызывает хроническую боль. Об этом свидетельствуют исследования черепов лошадей из разных музеев естественной истории, расположенных на территории США. Исследование показало, что более 75% черепов домашних лошадей имели костные шпоры по краям нижней челюсти в области диастемы от длительного воздействия железом. Костные шпоры представляют собой разрастание костной ткани вследствие механической травмы. Для сравнения, на нижней челюсти диких лошадей костные шпоры не были обнаружены. И даже если костные шпоры отсутствовали, легко можно было заметить шероховатости на поверхности надкостницы нижних челюстей домашних лошадей, которые отсутствовали у их диких сородичей. Чувствительный нерв, передающий болевой импульс от нижней челюсти в головной мозг, это тот же самый нерв, который передает зубную боль. Подумайте, каково жить с хронической ежедневной зубной болью. Кроме того, железо способно вызывать у лошади зубную боль как таковую. Защищаясь от болевого воздействия железа, лошади часто прихватывают его зубами. Исследования лошадиных черепов в музее обнаружили, что результатом такого поведения является эрозия обоих первых премоляров на нижней челюсти лошади. В некоторых случаях эта эрозия была настолько сильной, что зубы были стерты до самых корней, сломаны или полностью выпали.
Железо препятствует нормальной работе дыхательной и пищеварительной систем лошади. Дыхательный и пищеварительный тракты анатомически разделены, кроме области глотки. Однако даже в этой области они должны быть разделены физиологически. Во время интенсивной физической нагрузки и, следовательно, интенсивного дыхания, гортань должна быть полностью открыта, а пищевод полностью закрыт. Если лошадь сглатывает, все становится наоборот. Гортань закрывается, а пищевод открывается. Иными словами, лошадь не может есть и испытывать физическую нагрузку одновременно. Кроме того, лошади могут дышать исключительно через нос, и вся физиология лошади, испытывающей физическую нагрузку, направлена на то, чтобы исключить попадание воздуха в ротовую полость. Дикая лошадь бегает с плотно сомкнутыми губами, закрытым ртом, и при этом она не истекает слюной. Однако лошадь с железом во рту зачастую открывает рот, нарушая эту естественную плотную сомкнутость губ. Здесь можно возразить, что применение капсули не дает лошади раскрыть рот, но это сильное заблуждение, поскольку дело даже не в открытии рта как таковом. Когда железо находится во рту лошади, ее мозг через сигналы чувствительных нервных окончаний получает информацию о том, что сейчас следует есть. Соответственно, провоцируется жевательный рефлекс, и лошадь начинает двигать губами, челюстью и языком. Также стимулируется слюноотделительный рефлекс. Однако, когда лошадь оседлана и выслана всадником вперед, ее мозг получает сигнал о том, что нужно интенсивно двигаться. И в этом случае возникает конфликт между двумя несовместимыми функциями. При физической нагрузке доминирует симпатическая нервная система, в то время как для еды нужна парасимпатическая.